близился исторический день. Орденоносная Кабарда снаряжала столицу республики на торжества. Кабардинцы оседлали добрых коней, надели свои праздничные наряды. 31 августа открылась юбилейная сессия Верховного Совета Кабардинской Республики. Председатель Совета Министров Республики товарищ Кужохов выступил с докладом о славном пути, пройденном советской Кабардой за 25 лет. Слова любви и благодарности были обращены к Творцу всех наших побед, организатору и создателю советской автономии Кабарды, великому Сталину. Ему шлет кабардинский народ эту книгу письмо. В нем каждая строка проникнута благодарностью за сталинскую заботу, преданностью вождю, Родине. С письмом к Сталину в Москву. Под крылом самолета нарядная торжествующая Кабарда. Праздничное шествие по улицам Нальчика, столицы республики. Марш воинов-победителей. В суровые годы Великой Отечественной войны кабардинский народ с честью выполнил свой долг перед Родиной. Тысячи сынов Кабарды отличились в боях. 19 из них — герои Советского Союза. Их доблестными делами гордятся старики. Им будет подражать молодежь цветущей Кабарды. На трибуне партийные и советские руководители. Товарищ Мазин, секретарь Кабардинского обкома партии. Митинг трудящихся открывает председатель Президиума Верховного Совета Республики товарищ Кудаев. В горячих речах звучит воля народа выполнить сталинский план великих созидательных работ. Торжества продолжают. В параде участвовало 4000 физкультурников. Армия молодости, здоровья и силы.
недавно Кабарда славилась лихими наездниками и кровными конями. И сейчас, по традиции, ни один праздник не обходится без скачек и джигитовки. Стрельба по цели. Мишень яйцо. Так начинается старинная кабардинская свадьба, показанная на празднике. Празднует колхозная Кабарда. Убраны поля, досрочно сдан хлеб государству, за праздничным столом поднята заздравная чаша. За того, кто привел кабардинский народ к свободной счастливой жизни, за любимого вождя и отца народов, великого Сталина. За новые трудовые подвиги четвертой сталинской десятилетки.